друзья, ну вот. Значит, ролик мой загружается уже, аджика варится. Ну и хоть вам и, наверное, надоело, что я постоянно вожусь с тестом, но и сегодня тоже подумала, чтобы сделать для мальчиков, потому что ну, супчик у меня есть рисовый, но что-то еще надо. И хочу сделать сейчас, друзья, лепешки и пирожки, наверное, скорее всего, с вареным мясом. Вчера, значит, мне двоюродная сестра положила мясо для бабушки, когда я ехала домой со второй ночи, как бы. Ну, мама, что там поесть, мама кусочек съела. Что-то нам и маме самой захотелось пирожков именно вот из вареного мяса. Но сначала я, конечно, замешу тесто, а потом буду перекручивать мясо. Так, значит, у меня тут литр сыворотки, друзья, а вы, скорее всего, ну, у всех сыворотка, литр кефира, желательно 1%. Ну, писали, что из 2,5% тоже получится. Да, получается, но все-таки мне нравится больше 1% кефира, обезжиренного. Так, ну все, и замешиваем тесто, как всегда. Друзья, я не взвешиваю муку, сколько, ну, очень много было и раньше вопросов, сколько муки берет, вот так вот мы не умеем. Один раз я взвесила, посмотрела, у меня, ну, где-то 1,5 килограмма муки ушло, друзья, вот на это тесто. Во-первых, вы знаете еще как, мука разная, поэтому точно сказать, ну, это просто не получится, наверное. Ну, это тесто у нас никто не делает, взвешивая муку, как бы. Ну, вот я специально один раз взвесила, у меня ушло 1,5 килограмма муки. Ну, вот попробуйте, вот 1,5 килограмма плюс-минус. Если будет жидковатое, то по-любому можно будет добавить. Ну, конечно, если крутое. Ну, крутое не может быть, потому что было действительно нормальное. Так, друзья, ну вот, видите, аджика варится, как я сказала. Мне еще где-то час варится. Так, вот мясо, про которое я говорила. Значит, обычно, когда вот так вот, ну, у нас, сами знаете, что у нас у кавказцев постоянно есть блюдо мясо с галушками. Ну и не всегда его съедают полностью. Поэтому мы иногда вот так вот вареное мясо перекручиваем через мясорубку, добавляем лука побольше. Каспер, ну на, иди. И если есть жир немножечко, и делаем или пирожки, или лепешки с этим мясом. Даже для вот когда вчера вот на вторую ночь тоже даже делали пирожки с ним, потому что не всегда хочется есть мясо, оно приедается. А вот пирожки или лепешки с мясом нравятся. Так что попробуйте, друзья, это бывает вкусно.
Вот так вот я положила мясо. Теперь положу его в морозилку. И на следующий раз это будет как бы готово. Так, смотрите, вот я перетопила сегодня две баночки масла. Теперь даже пожалела, что закрыла, потому что хочу сейчас сделать лепешки. Так, значит, вот вареное мясо и много лука. И, наверное, я все-таки добавлю немного жира. Вот, жир у меня есть. Перекручиваю уже. Ну, хватит. Теперь немножко посолим мясо, хотя уже и соленое. И так, хорошенечко поперчим. И у меня есть немножечко бульончика. Нальем бульона. Ну, вместо воды можно воду, если нет бульона. Если делать лепешки, конечно, много добавлять нельзя, потому что будет вытекать. Так, я не стала мыть мясорубку после острого перчика. И, друзья, ролик, который сейчас у меня заходит, все-таки Ибрагим там наложил музыку на лишнее, даже когда я разговаривала про аджику. Так получилось. Мы еще не такие уж, как бы, блогеры, хотя и подписчиков уже много, да? Многому нам надо учиться. И вы меня, очень хорошие подписчики, вы меня поймете и не осудите, что такая съемка была. Так, я сейчас попробую на соль. Так, надо еще посолить. Так, вот теперь нормально. Так, друзья, ну и займемся быстро сейчас лепешками как-то. Так, один пришел. Голодный пришел. Так, друзья мне писали, что я слишком много муки у меня, но без муки я не умею. Конечно, некоторые не так много муку, ну, у них мука бывает не так рассыпана. Но вот, что у меня, что у моей свекрови была вот такая вот привычка, что все, что мы делаем, слишком много муки у нас лежит. Что пирожки, что лепешки, что бы мы ни делали. Но отучиться от этой привычки ни у нее, ни у меня не получилось. Конечно, я все это обычно делаю на столе, сюда приношу, потому что снимать меня сейчас так некому, движения мои, поэтому делаю здесь.
Пирожок такие. Пирожок такие. Что, на мясо настроено? С мясом, да? А? Так, друзья. Ну вот, лепешки готовы. Так, сейчас пирожки сделаю чуть-чуть попозже, а то сейчас у меня двое пришли, голодные с работы. Так, не получится так. Купила специально такую большую кисточку, чтобы как-то у меня был заказ на 30 лепешек, чтобы быстрее намазать. Так, ну и вот, видите, вот такие вот лепешки. Готовьте, друзья, лепешки с вареным мясом. Так, ну и вот, друзья, у меня из этой кастрюли аджики получилось ровно 37 соток аджики, как бы вот такой объем. Вот столько аджики. Но этого мало, я еще буду делать. Так, друзья, доброе утро. У меня снова гостья моя любимая. Да, Ишка? Гостья? Аишка. Ой, что ты там нашла? Ой, 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 ой. Ой, это чьи духи такие? Ой, 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 ой. Ой, ой, Аишка у нас тут красавица в прикиде, в розовой шапке, в розовых кроссовках, розовая сумочка. А ну-ка. А ну-ка. Ой, так, а ну, привет, Ал, привет, Ал, пойдем на кухню. Ты что роняешь? О, дядя приехал. Эйшка, Багвадехка. Привет, Ал. Привет, вот так. Аишка снова, говорят, сопливит. Ее привезли к нам снова. Так, дядя, видимо, что-то забыл. Шел, уехал на работу, вернулся обратно. Да, Иша?
Пойдем теперь домой? Помогать будешь бабушке? Аиша, не будешь. Аишка не собирается бабушке помогать. За каким-то инструментом приехал. Мы вас запечатлим своим инструментом огромным. Передай привет моим подписчикам. Так, сегодня второй день на новой работе. Приехал на своей колымаге. Давай, Дикшнятхил. Сегодня тоже погода хорошая, друзья. Правда, ветерок. Как бы солнышко, но ветерок. Вот, лошадка со своим малышом. Ну все, пошли мы дальше с Аишкой сегодня. Мухаммеда отвели, говорят, к новой няне. Не знаю, что там будет сегодня первый раз. Посмотреть, будет ли у нее он оставаться как бы. Пойдем теперь домой? Аиша? Аишка, давай забирай свои духи и пойдем. Пойдем чай пить? Ты кашку ела сегодня? Кашу будешь? Аиш? Ержу, мамайга? Ну вот пока Аиша немножко вот не отойдет, будет вот такая вот. Первое время, час-полчаса бывает такой. Аиш, кашу я? Аиша, я с тобой разговариваю. Кашу будешь? Будешь кашу? Будешь? Ну пойдем тогда кашу готовить. Так, пакеты твои заберем. Так, друзья, значит, вот что мы сегодня с Аишей наработали. Уже вечер, мне нужно готовить на ужин. Вчера не получилось, друзья. Вот у меня Аишка уже начала. Вчера я сделала лепешки, и, как вы знали, мне надо было ехать. Я пирожки делать не стала. Но у меня остался фарш, а тесто я замесила по новой сегодня. И думаю, раз я уже озвучивала, что буду делать и пирожки, и лепешки, сделаю сегодня и пирожки. Тем более, ребятам, опять-таки, надо сделать на ужин что-то. Ну вот, друзья, теперь будем лепить наши пирожки. Аишка уже вовсю тут у нас работает. Да, Аишка? Так, будем делать... И вот такие можно сделать пирожки, как обычные. Вот так вот. Папа, маме, дай свою каталочку. Вот так. Вот так. И мама твоей каталкой, бабушка поработает, да, Аишка? Вот. На, пока держи. И можно как и беляши сделать. Мадина звонит. Не знаю. 69? Да. Да. А? Да. Ну возьми, посмотри, может, у нас девочка хочет приехать. И вот такие вот можно, вот такой вот формы. Да. Да. Я вел. Вот так вот. Нашел. Сейчас я налеплю чуть-чуть и потом вам покажу, друзья. Ну, Бамбина помощница. Так, видите, вот я подкопила себе. Сейчас будем их как бы обжаривать. Вот последние, ну не последние, мне надо будет еще сделать. Дело в том, что уже снова поздно, пока мой ролик загрузится, будет долго. Он может не зайти в YouTube. Дело в том, что у нас опять сегодня отключили свет под вечер. И я не могла ничего нормально сделать. Да и сделать, и снять как бы. Вот так вот еще по одному пирожку покажу вам. А потом мы будем их с вами обжаривать. Вот Ибрагим мне показывает громче. Между прочим, сегодня у меня был комментарий, что без микрофона отлично слышно. Не знаю, вот некоторые люди начинают мне писать, что плохо слышно, плохо слышно. Но микрофон еще не пришел, говорят, только в среду. Среда же завтра? Да. Обещают завтра. Дай свою каталочку. Вот с Аишкиной каталкой. Купила ее специально для Аишки. Так. Так, ну все, друзья, теперь будем обжаривать наши пирожки. Аишка тоже просит свой пирожок обжарить. Вернее, пожарить. Или ахил, мама, зачем? Только очмила, а то сейчас обожжешься. Давай, давай, поднимай руку. Поднимай. Вот Аишкин пирожок будем жарить. И всегда вот так вот нам приходится жарить то, что Аишка готовила, и кушать его еще.
Аишка, твой пирожок тоже жарится. Вот Аишкин пирожок. Жарится, жарится. Так, я зажжешься. Тимурный человек. Так, друзья, утром было тепло, жарко, я вам показывала. После обеда такая холодрыга у нас. Пасмурно, холодно. И один круглый остался. Ну и вот, друзья, видите, какие они получились пышные. Вот такие вот. Вот такие вот враги показывают, чтобы я громче говорила. Вот. Так что, если вдруг останется вареное мясо, то можно сделать. Конечно, специально варить мясо и делать такие пирожки, наверное, не стоит. Ну и можно и сварить, почему бы и нет. Сварить небольшой кусочек мяса и приготовить вот такие пирожки. Но я обычно делаю, когда вот после, как я сказала, когда остается мясо после наших галушек. Так, ну все, друзья, пирожки как бы все готовы. Видите, они получаются очень пышными, сочными, вкусными. Так, ну вот. Остальные я буду уже жарить без вас, чтобы мой ролик сегодня успел зайти как бы. Ну вот такие вот. Можно такой формы, можно такой формы. Как я сказала, они очень пышные, вкусные. Ну, на этом все, друзья. Вот как-то так.